Апсотилиху апшра яцнасоит алхраку ирыску аддаратараку, хлубзеку. Хастысыз амчибжезын ишхарбейт ахюнткара ахадарахе а кандидатша рышшафераку. Арьямчибжезы ишхардеруит ахюнткара ахада ихаты пойрах а кандидатша. Уахапи хастудия асас апсна ахадарахе а кандидат Мираб Кишмария и ваглу ахюнткара ахада ихаты пойрах а кандидат Саид Лоло. Взяла фиабит. Добрый вечер. Если гостями нашей студии на прошлой неделе были кандидаты в президенты, то на этой неделе мы ждем кандидатов в вице-президенты. И прямо сейчас в прямом эфире на мои вопросы будет отвечать кандидат в вице-президенты, который идет на выборы в тандеме с кандидатом в президенты Мирабом Кишмария Саид Лоло. У нас 30 минут эфирного времени. Напоминаю, что согласно регламенту, установленному Центральной избирательной комиссией, на этой неделе кандидаты в вице-президенты будут участвовать в прямом эфире, в программе прямого эфира, или же предоставят фильм. Саид Юрьевич, вы новый человек в абхазской политике. Хотим узнать о вас как можно больше. Готовы? Готов. Через минуту, буквально сейчас я предлагаю нашим телезрителям послушать вашу биографию. Лоло Саид Юрьевич родился 23 декабря 1975 года в городе Гудаута. В 1992 году окончил Гудаутскую среднюю школу номер 4 с золотой медалью. В июле 1992 года поступил в Московский государственный институт международных отношений на факультет международные отношения, страноведческая специализация США. В 1997 году окончил с дипломом специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка. Предипломную практику проходил в МИД Республики Абхазия. Владеет свободно английским и французским языками. В 1997 году поступил в аспирантуру Института США и Канады Российской академии наук в отдел внешнеэкономических исследований. Тема исследования «Интеграционные процессы в Северной Америке». Окончил учебу в 2000 году. С 2000 по 2005 года работал в ведущих российских СМИ «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Век» в области заключения контрактов с крупными рекламодателями, организации информационной поддержки избирательных кампаний. С 2005 по 2008 года генеральный директор компании Prime Time. С 2008 по 2009 года заместитель генерального директора компании Лоуди, город Пицунда. В 2012 году стал учредителем компании «10 лет Победы», город Гагра. Женат, отец двоих сыновей. Увлекается горнолыжным спортом и большим теннисом. На мой взгляд, убедительная биография. 38 лет, за спиной нет той пресловутой советской партийной школы. Новых лиц давно жаждет абхазская политика. Это с одной стороны. Но с другой стороны, выпускник МГИМО, затем была аспирантура. Кажется, свою политическую деятельность вы могли бы начать и в 29 лет. Что же вы так долго шли к политике? Вы знаете, я и не собирался вступать в политику. Изначально как-то был настроен на более спокойную жизнь. И с госслужбой как-то не сложилось. Находился в России, в то время достаточно сложно было построить карьеру в госорганах, тем более не выходцу из России, так скажем. И сейчас тоже, в принципе, не планировал участвовать в политике, но гражданская позиция и искреннее желание принять участие в строительстве процветающей страны, несмотря на громкие слова, именно это побудительный мотив и предложение Мираба Борисовича стать с ним рядом. Я с честью это воспринял и пытаемся двинуться в этом направлении. Вы были знакомы с Мирабом Борисовичем? Да, был знаком. Для меня это был всегда очень авторитетный человек, мнение которого для меня многое значило, и это было определяющим. Вот читала на вашей странице в Фейсбуке афоризмы от Мартиса. Вы поклонник его творчества? Там был не афоризм, а некролог. Да. Я сам его написал. Для меня очень было тяжело осознавать утрату этого великого писателя. И так 2 строчки от его поклонника были на моей стене, не более.
Простите, я даже этого не поняла, что это вы были автором этих строк. Вот такие слова, как «народ», «демократия» потеряли свое значение. Всякий, кто может организовать выборы, считает себя демократом. Разделяете это мнение? Не разделяю. Демократия – это врожденное чувство. Народ должен веками, как архетип, передавать по наследству чувство свободы и чувство желания, и желание участвовать в определении жизни своей страны. Невозможно в том обществе, которое столетиями находилось в другой формации, да, в режиме какого-то гнета колониального и тому подобного, организовать демократическое волеизъявление крайне сложно. Это будет поверхностное явление. Насколько генетически мы демократичны, абхазы? Наша история свидетельствует о том, что мы всегда были более чем демократичны. У нас никогда не было феодального расслоения общества. И князья, и крестьяне всегда совместно принимали участие в судьбе страны. Поэтому я думаю, что говорить об Абхазии можно говорить о истоках чистой демократии, как ни громко это звучит. И тогда насколько мы проводим демократично свои выборы? Демократично. Все выборы проходили демократично. И думаю, эти выборы тоже пройдут. Да, у нас, учитывая наш темперамент, есть громкая риторика, есть иногда эмоциональное поведение и претендентов на высшие государственные посты, и электората. Однако волей судьбы и обстоятельств мы остаемся в рамках общепринятых правовых норм, когда мы решаем судьбу страны. Я надеюсь, что это чувство мы сохраним. Мы все осознаем, насколько хрупко равновесие, которое нельзя терять. Я думаю, это сознание нас не покинет. О деятельности вице-президента в Конституции Абхазии написано обтекаемо. Вот статья 55. Вице-президент Республики Абхазия осуществляет по поручению президента отдельные его поручения, замещает президента в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей. Не раз в нашем обществе обсуждалась тема о ликвидации данной должности. В случае победы вашего тандема в августе 2024 какие будут у вас полномочия? Конкретно мы не обсуждали четкий перечень полномочий, однако изначально, в самом начале, мы с Мерабом Борисовичем определили, что он хочет видеть в своей команде вице-президента с более широким кругом полномочий, чем прописано в Конституции. То есть, скорее всего, мне придется выполнять более широкий круг обязанностей. Я думаю, речь будет идти о экономических вопросах, о социальных, культурных, образовательных. Думаю, в этом могу быть полезен. Часто мы слышим, особенно в предвыборный период, что в нашей Конституции очень много полномочий у президента, и что необходимо перераспределение ответственности. Как вы думаете, это предвыборные лозунги или все-таки настало время? Вы знаете, все-таки время пока не настало. Да, демократическая культура у нас имеет глубокие корни, однако у нас очень небольшой опыт самостоятельного плавания в новейшей истории. И 20 лет очень маленький срок для того, чтобы менять форму правления и переходить к парламентской республике. Пока не время. Какие риски? У нас еще не сформированы полноценные гражданские институты. То есть гражданское общество у нас оно не имеет четких структур и правовых механизмов достаточно мало. И мне кажется, что больше это такая красивая волюнтаристская риторика для того, чтобы сместить крен полномочий в сторону парламента. Я думаю, что вопрос нужно решать в другой плоскости. Давайте сначала мы обеспечим наполнением статью 7 нашей Конституции, которая говорит о разделении властей. У нас по Конституции президентская исполнительная власть отделена, законодательная отделена, еще судебная. А вот в этом большие сомнения. Судебная власть у нас фактически небольшой придаток власти исполнительной. Давайте вещи своими именами называть. Давайте здесь порядок наведем сначала, обеспечим равновесие, баланс ветвей власти и посмотрим, что будет дальше. От кого это будет зависеть? Это будет зависеть как раз таки от воли президента и от воли парламента. Но отчасти больше, конечно, зависит от президента. Именно он должен разработать механизмы, которые обеспечат независимость судебной власти.
Вы специалист в области международных отношений, это уже видно с первого вопроса нашего с вами интервью. Нет сомнений в том, что вы интересуетесь опытом развития других стран. Можете привести в пример страну, где, на ваш взгляд, сформирована наиболее эффективная система государственного управления? Таких стран масса. Масса стран, но мне почему-то непонятно, почему в последнее время часто и в прессе в нашей мелькает, и в интернете приводится пример Сингапура. Это крайне неправильный подход, это заблуждение. Сингапур, да, по размерам сопоставимое государство, но не по населению. Население в 20 раз больше в Сингапуре. Процветающая страна с идеальным порядком, окурок на улице не бросишь. То есть все чистенько, идеально. Но есть одно но. Там смертная казнь через повешение. Любой чиновник, который допустил промашку, тут же идет под петлю. Я думаю, такой путь развития к нам просто невозможно у нас применить. Давайте смотреть, искать примеры, которые поближе и понятнее. Которые поближе и понятнее? Ну, предположим, старые европейские демократии. Да, взять ту же Швейцарию. Ну, чуть-чуть побольше Абхазии по размеру, но отношения власти и народа, там настолько дистанция маленькая, настолько размыты эти условные границы. У нас получается, что в последние годы власть совершила большой прыжок, и оторвавшись от реальных нужд и интересов народа, то есть как получилось, как своеобразная каста. В этом, наверное, виновных искать не будем. Так сложилось, да, в части восприятия снизу, а в части отношения к сверху. Причин в этом масса. И, на мой взгляд, нужно брать в качестве примера взаимодействия власти и народа, то есть носителя суверена и его слуг, да, нужно, наверное, искать в Европе. Будет более понятно. А как избежать вот это, чтобы такой касты не было, власть сверху, народ снизу? Такое зияющее пространство между ними. Власть должна понимать, что она не может не служить народу. Если она куда-то вперед убегает, то ее потом отдернут. И чем дальше она убежит, тем больше будет инерция этого отдергивания. Вот, коль мы заговорили о тандеме. Мераб Кишмари – сильная личность. В обществе называют прямолинейным, волевым. И все знают, что не скупиться на критику. А команда – это все-таки общность, услышать друг друга. Насколько политическая гибкость возможна в вашем тандеме? Политическая гибкость возможна ровно в тех рамках, чтобы обеспечить стабильность в обществе, обеспечить равновесие. Мы готовы к компромиссу, осознаем тот факт, что наше общество разобщено, и наша главная, основная цель – достичь прежде всего стабильности в обществе. Давайте эти распри по политическим мотивам и прочим все-таки уведем их на второй план. Нам нужно двигаться дальше. Если мы будем стоять на месте и выяснять отношения, чей путь и видение жизни лучше, то, наверное, далеко не уйдем. И в этом плане, несмотря на свою прямолинейность и открытость, Мераб Борисович также прямо и открыто декларирует наш главный политический лозунг на этих выборах. Единство во имя созидания. Нам необходимо достичь единства в обществе, только тогда мы сможем двигаться дальше, а не стоять на месте. Ну вот как достичь этого единства, вы видите? Компромисс. Компромисс никто не отменял. Всегда можно найти компромисс. Мы даже намеренно не заявляем нашу команду на выборы, мы не называем людей. То есть Мераб Борисович открытым держит понимание кабинета. Делается с одной целью, для того, чтобы в случае необходимости сформировать коалиционное правительство, которое будет на основе компромисса, дабы уравновесить всякие политические дрязги в обществе. В начале своей предвыборной кампании штаб Мераба Борисовича объявил себя некой средней силой. Сейчас, после некоторых роликов в эфире, люди начали говорить, что, возможно, Мераб Борисович больше имеет отношение к одному из штабов кандидатов. Насколько вы можете это прокомментировать? Да, могу прокомментировать. Наверное, кому-то очень хочется, чтобы Мераб Борисович не был третьей силой. Кому-то хочется нас заплести куда-то. Могу ответственно заявить еще раз. Мераб Борисович идет сам на выборы. Он не идет с кем-то.
Он не собирается никому не примыкать. Он идет, предлагает третий, спокойный путь развития. И прошу, пожалуйста, всех прислушаться к этому. Я услышала ответ на свой вопрос. Не сочтите залезть, но решение команды Мераба Борисовича, когда вас предложили на пост вице-президента, простые граждане начали называть это продуманным кадровым решением. Следуя известной крылатой фразе «кадры решают все», хочу спросить, на другие должности правительства вы уже приглядели людей в случае вашей победы на выборах? Как раз на этот вопрос как раз я уже отчасти ответил в предыдущем ответе. Конкретно мы действительно никого не обсуждали. Есть понимание, что в правительстве должны быть профессионалы. Это должны быть честные, порядочные люди и профессионалы. Это главный критерий. А кто он, из какого политического лагеря, старый или молодой, это не имеет значения. Нам нужно думать о будущем, а не устраивать какой-то конкурс. О реформах. В последнее время стало не любить это слово. Чем больше слышишь, тем меньше веришь. И все-таки, с чего перемены должны начинаться? Ну, есть у нас программа, она опубликована в СМИ. Вроде бы и подробно, и в то же время обобщенно представлены наши видения реформирования различных областей нашей жизни. Сейчас, наверное, об этом мы подробно не будем останавливаться. Могу сказать, что если так будет угодно нашей судьбе и нам придется делать первые шаги, то, наверное, прежде всего мы начнем с самого простого, то, что легче всего сделать. Это обеспечить стабильность и правопорядок. Мы занимаем первое место в мире по количеству ДТП со смертельным исходом. Это ужасающая цифра. Мы несем потери, как будто мы находимся на войне. У нас огромный уровень смертности среди молодежи от передозировок наркотиками. У нас реально плачевная ситуация, но эту ситуацию очень легко выправить. Достаточно для этого волевое решение и принятие первоочередных мер для того, чтобы как-то реорганизовать работу правоохранительных органов в этом направлении. Не бороться с тонировками. Тонировки, наверное, тоже, да, нарушение правил дорожного движения. Но, наверное, все-таки человеческая жизнь дороже. Вот какое волевое решение? Как вы себе это представляете? Ну, во-первых, надо пересмотреть кадровые вопросы, если касаться, допустим, порядка на дорогах, да. Подобрать все-таки, сформировать команду действительно профессионалов, обеспечить им социальную защиту, прежде всего. Зарплата 7 тысяч рублей. Мы требуем от сотрудника ГАИ, чтобы он выполнял свои обязанности. Мы изначально закладываем коррупционный механизм. Невозможно на 7 тысяч не то что себя прокормить, но и свою семью. То есть в этом направлении нужно делать очень быстрые шаги, время не ждет. Вот как вы сказали, чтобы себя прокормить, какая зарплата должна быть у гражданина Абхазии? Знаете, у меня был один знакомый, который сказал, что богатый не тот, кто много имеет, а кому мало надо. Но это мало тоже имеет грань. У нас пенсионеры получают пенсию 500 рублей. Это не смешно. А прожиточный минимум рассчитан в районе 5000 рублей. Это минимум, это там хозяйственное мыло, по-моему, входит в перечень. Да? Его даже не купишь уже нигде. То есть как-то надо к реальной жизни привязываться. Надо смотреть на уровень зарплат в коммерческих организациях. Это есть реальное рыночное выражение. Там зарплаты от 15 тысяч рублей и выше. У нас, извините, гастарбайтеры из Средней Азии в городских управлениях жилищного хозяйства получают по 20 тысяч рублей минимум зарплату. А нашему гражданину, офицеру милиции мы платим 7. Как получается, гастарбайтер имеет в Абхазии работу, а у нас много безработных? Ну, да, есть такая ситуация, когда... Может, у нас тоже есть какая-то проблема? Ну, у нас есть проблема, в принципе, эта проблема у многих народов присутствует. Да, я в Арабских Эмиратах не видел, чтобы местные граждане улицы подметали. Да, есть такая ситуация.
Вот часто говорят про Арабские Эмираты тоже, что эта система нам подходит. Что такого хорошего в Арабских Эмиратах, который могли бы мы использовать? Наверное, систему социальных гарантий, она там у них великолепная. Там за каждого ребенка в семье выплачивается огромных размеров пособие, и фактически его дальнейшая жизнь расписана и оплачена вперед. И высшее образование, и жилищный вопрос. Но они могут себе позволить так жить на широкую ногу, у них огромные запасы нефти, и сегодня из жителей тех же Объединенных Арабских Эмиратов только 10% являются гражданами, остальные 90% это обслуживающий персонал. У нас, к сожалению, таких запасов нефти нет, нам надо более... Ну и население у нас меньше. Ну и население меньше, нам более реалистично нужно смотреть на вещи, нужно развивать сельское хозяйство, нужно развивать туризм. Это тоже будет наша нефть. По поводу сельского хозяйства, есть у вас свежие идеи? Вы знаете, изобретать велосипед, если наши отцы его уже изобрели, зачем? У нас есть наша твердая валюта, мандарины. Кому-то, может, они надоели, как идея, да? Но цитрусовые – это наша твердая валюта. Это наша основная статья экспорта. В России под видом абхазских мандарин продается в 3 раза больше мандарин, чем в Абхазии выращивается. И турецкие, и испанские идут под вывеской абхазские мандарины. И стоят в 3 раза дороже, чем те же турецкие. На них есть устойчивый спрос. Давайте этот спрос удовлетворять. Просто нужно здесь на месте создать объемы производства, которые были бы достаточны для этого. А в этом уже большая загвоздка. Есть многочисленные барьеры, таможенные, еще какие-то. Есть барьеры на местном уровне. У людей нет реально инвестиций для того, чтобы средств, для того, чтобы делать новые посадки, ухаживать за ними. Для этого нужны средства. И для этого как раз государство должно быть выступать регулятором на этом рынке. То есть обеспечить микрокредитование фермерских хозяйств. Это будет очень серьезный импульс для того, чтобы увеличить урожайность и наш платежный баланс подровнять. То есть увеличить статьи экспорта. У нас получается, что мы завозим 90% продовольствия, которое потребляем. Это ненормально. С таким подходом мы далеко не уйдем. Удивительно. Наши бабушки, наверное, никогда не поверили бы, что мы будем покупать фасоль или кукурузу, выращенную в Краснодарском крае. Кто бы мог в это поверить? Но при этом местная фасоль стоит в 3 раза дороже, чем завозная. Потому что наш местный сорт, он очень вкусный, уникальный. Там-то выращено на нитратах, а здесь настоящее. Но не хватает объемов. Потому что наше сельское хозяйство сегодня находится на уровне введения приусадебных хозяйств. Нам нужно создавать полноценную отрасль, аграрную отрасль, где будет полный цикл переработки, где мы будем выпускать конечный продукт. Не сырье, а уже готовый продукт, те же варенья, соки, компоты. То есть то, что можно отправить на экспорт и заполнить российские магазины. Огромный рынок сбыта, 140 миллионов человек. Мы его и на 10-ю часть не наполним. У нас есть куда поставлять. Другой вопрос, что нам нужно запустить механизм на месте. Дать возможность малому и среднему бизнесу развиваться. Все бизнес-инициативы тухнут на первоначальной стадии. Когда человек хочет открыть дело, ему нужно обойти 20 кабинетов, собрать 40 бумажек, пока последнюю соберет, первая устарела. И опять замкнутый круг. Если нет спины, либо... давайте вещи своими именами называть, смазки процесса, да, то любую бизнес-инициативу можно похоронить. А без мелкого бизнеса, я так понимаю, экономики не быть. Это главный локомотив. Крупные мегафирмы, в том числе и аграрные, немножко непонятный для сознания наших граждан механизм. Мы еще к этому не готовы. Сначала, когда строят города, сначала строят маленькие дома, а потом уже небоскребы. Это принцип то же самое и в бизнесе. Сначала нужно запустить мелкий бизнес, чтобы люди могли чувствовать себя собственниками. Одной из главных мотиваций человека – это чувство собственности. Он должен быть собственником, он должен быть сам инициатором своего бизнеса. Это дает мощный импульс. Саид Юрьевич, вы не поверите, так быстро прошло время, что уже режиссер показывает, что у нас остается 5 минут, а столько вопросов еще не задано. Да. Ну, попробую я тогда по-быстрому. Раз мы поговорили об экономике, давайте поговорим и о курортной сфере тоже, потому что мы там точно конкуренцию никакую не выдерживаем.
что-то надо срочно менять. Вы правы. Та инерция, которая у нас есть в виде старых советских санаториев и пансионатов, долго сохраняться не может. Да, давайте прямо говорить, большинство туристов к нам едут не от того, что у нас очень хорошо. Это мы понимаем. Едут из-за цены, из-за дешевизны. Но спрос при этом, потребности туристов растут. И они хотят уже более комфортабельные санатории с бассейнами, с спортзалами. А мы не предоставляем такую услугу. Потому что, да, люди в порядке частной инициативы могут построить там отель на 20, на 30 номеров, взяв деньги в долг. Это возможно? Возможно. Вообще мы можем когда-нибудь конкурировать? Безусловно. Безусловно. Бизнес, крупный бизнес к нам придет. Только деньги любят тишину. Мы должны обеспечить правила игры правильные. Что человек вложит десятки миллионов долларов, построит отель, который будет сразу принимать несколько тысяч туристов. Но для него должны быть гарантии, что он этот отель не потеряет, что его завтра не выгонят. Мы должны обеспечить правопорядок, обеспечить гарантии права собственности на бизнес-структуры. Про спорт. Вот в вашей биографии написано, что вы увлекаетесь большим теннисом и горнолыжным спортом. Вы видите перспективу для развития горнолыжного спорта в Абхазии? И не только горнолыжного, и тенниса в частности. В Гаграх есть 6 кортов, на которых несколько турниров за год проводится, детско-юношеских. И это реально востребовано. Люди, теннисисты, очень любят играть на открытых кортах, на грунтовых кортах. У нас, как раз таки говоря о развитии туризма, отели, которые будут предоставлять возможность поиграть в теннис на нескольких кортах, сразу будут привлекать туристов к себе. Что касается горнолыжного спорта, то у нас тоже огромная перспектива. У нас в Гаграх северный склон Мамзишки практически не тает ледник, он даже летом остается иногда. То есть это можно тоже использовать. И несмотря на то, что есть Красная Поляна, мы сможем занять свою нишу. Красная Поляна очень дорогой курорт. Гораздо дороже, чем многие европейские горнолыжные курорты. Но опять же, вопрос стоит, банально упирается в деньги. В деньги и в гарантии. Мы должны создать условия, привлечь инвестиции, и можем спокойно эксплуатировать это направление и круглый год обеспечить туристами себя. И завершающий вопрос. В случае вашего прихода к власти, будут ли в вашей команде женщины? И вообще ваше отношение к участию женщин в политике? Вы знаете, я когда работал в Москве, у меня 2 руководителя были женщины. И потом еще, когда имел свой небольшой бизнес, партнерами тоже были женщины. Мне очень легко находить общий язык. И для меня разницы нет, с кем ты в упряжке, с кем ты делаешь общее дело. Комфортно со всеми людьми, поэтому разницы в этом нет никакой. Я задала достаточно много вопросов и, надеюсь, сумела вас представить нашим телезрителям. И теперь избиратели знают вас больше, нежели до начала нашего эфира. Спасибо за беседу. Помощью. Спасибо вам. Я была искренне в своих вопросах. Надеюсь, вы были искренни в своих ответах. Удачи. Можете быть в этом уверены. Всего доброго. Телехатыр сквахтили квапшча абриала и хырпшоп ехать яхдыратарам уатшпи эфир далахуп ахунткара ахадарахе а кандидат Леонид Дзапшипа и хаты пойрахе кандидат Борис Абитов. Абзерзам.